выходили и уходили в горы. А когда операции заканчивались, то возвращались домой. Они знали, что русские будут нападать? С некоторыми высокопоставленными лицами России Ахмад Шах Масуд контактировал с лицами, которые были во главе России. Например, Эдуард Шеварднадзе, здесь Джохар Дудаев, тогда начальник базы «Баграм», а еще начальник службы разведки Министерства обороны. Они сообщали нам, что через 5 минут самолеты будут обстреливать штаб-квартиру, уходите. А еще главы республик Советского Союза. Они действовали против коммунистической партии. Помогали Ахмад Шах Масуду. Они контактировали с Ахмад Шахом. Они всегда были на связи. Поскольку если бы Афганистан освободился, остальные республики тоже вышли бы из состава Советского Союза. Удивляет после таких откровений даже не сам факт предательства. Предателей в разгар перестройки у нас действительно хватало на всех уровнях, а то, что об этом знали простые маджахеды. Правда, справедливости ради, надо отметить, что Джалаладдин Макаммаль не был простым маджахедом. Долгое время он служил в штабе Ахмад Шаха Масуда. Фигура эта в истории афганской войны занимает особое место. В отличие от многих других командиров маджахедов, вроде Хикматьяра, которого звали Кровавый Мясник, Ахмад Шах воевал по правилам. Пленных не пытал и не продавал их в рабство, наркоторговли не потворствовал, дав слово противнику, всегда его сдерживал. Умудрялся при этом успешно сражаться и против кабульских правительственных войск, и против советской армии. Паншер. Ущелье 5 львов. Оно рассекает страну на 2 части, на юг и север, и считается ключом ко всему Афганистану. Ахмад Шах Масуд, а это вотчина его маджахедов, отобрал этот ключ у Кабула и совершенно не собирался отдавать его Москве. Масштабные войсковые операции имели только временный эффект, и тогда стало понятно, что ключ надо сначала искать к самому Ахмад Шаху. Эти два удивительных человека, русский и афганец, у каждого судьба как сценарий для блокбастера, не случайно вместе пришли почтить память Ахмад Шаха гигантскому монументу на вершине горы. Его тело здесь? Да. Тело здесь, к сожалению. Очень печально. Приятнее было бы встретиться с ним, перекусить, выпить чаю, да, чем прийти в такое место. Судьба свела их в тот момент, когда оба пытались сделать что-то для своей страны. Мирдот Паншери для Афганистана, Анатолий Ткачев для Советского Союза. И получилось так, что стремились они к одному, к прекращению войны. Начать переговоры о перемирии Ткачев решил там, где маджахедами командовал слывший благородством Ахмад Шах. Паншере, где сложилось подобие линии фронта, Масуду противостоял 345-й полк ВДВ под командованием Павла Грачева. В расположении его части и прибыл корреспондент «Московской газеты» Анатолий Ткачев. Мало кто, кроме Грачева, знал, что это не совсем журналист. Я вот тут вот свободно ходил, вот тут видел, там метров 300, наверное, река вот тут вот. В саду вот тут тутовник собирали, тут виноград вот рос, красиво было все. Но вход был вот как раз узкая такая дверь. Я почти проползал там это, и поднимались на 2-й этаж. Анатолий Ткачев. С 1981 по 1983 год подполковник ГРУ. Под прикрытием удостоверения журналиста выполнял ряд специальных заданий Главного разведуправления в Афганистане. Успешное проведение тайных переговоров о перемирии с Ахмад Шахом Масудом в Паншерском ущелье помогло спасти тысячи жизней советских солдат. Получил среди афганцев имя Анатолий Паншери, кавалер ордена Красной Звезды. Командование поставило перед подполковником Ткачевым задачу сбора разведданных и поиска путей ослабления активности маджахедов. Сюда же, но уже кабульским правительством, был направлен Мирдот Паншери, соратник президента Кармаля. Его целью было попытаться вернуть по домам мирных жителей, которые бежали от войны в горы и помогали боевикам. Когда я в качестве руководителя группы защитников революции, под моим началом было 200 человек, пришел в гарнизон,
где был сам Анатолий, мы познакомились. Мердот Паншери, консультант Министерства экономики Афганистана, родственник Ахмад-Шаха Масуда. В начале 80-х активист Народной демократической партии Афганистана, участник тайных переговоров ГРУ с Ахмад-Шахом Масудом. За участие в этом переговорном процессе при талибах был арестован и осужден на 7 лет в Зиндане. Брошенные кишлаки беспокоили не только самих афганцев. Москву ситуация тоже не устраивала. Интернациональная помощь совсем не предусматривала исход населения. Когда в этом вопросе Анатолий и Мердот сошлись, родовитый паншерец через несколько дней признался – он родственник Масуда. Для разведчика это была удача. Он решил рискнуть своей легендой журналиста и спросил в лоб. Есть ли какая-нибудь возможность вступить в контакт с Ахмад-Шахом? Кому? Спросил. Я говорю, мне. Он на меня так посмотрел, удивился. Говорю, не знаю. Я говорю, давай попробуем. Естественно, вопросы с его стороны были. А не боишься ли ты? Я говорю, если попробовать, тут что? Попробовать все можно, и чего бояться-то? И советскому руководству, и маджахедам тогда уже было очевидно. Накал противостояния не меняется уже годы, а весь результат – в Советский Союз отправляется все больше цинковых гробов, а на окраинах афганских кишлаков все больше могил с зелеными флагами на пиках. Задумав спецоперацию, Анатолий Ткачев доложил начальству. Вашутин дал добро мне, я изложил ему эту идею. И он так, давай попробуем. У него тоже, видимо, такие были, что, попробовать что? Пусть попробует офицер. Пусть подполковник там покрутится немножко. На самом деле генерал армии Петр Ивашутин рисковал, как минимум погонами. В начале 80-х в Политбюро существовало по поводу Афганистана почти единое мнение. Война должна идти до полного укрепления социалистического строя. Масуд укреплять режим Бабрака Кармаля не собирался, а значит, был врагом. И вдруг переговоры. Но Ивашутин был стратегом. Почему из врага не сделать друга, хотя бы временно? Процесс подготовки переговоров был долгим и кропотливым. Начали с переписки, через посредников. Темы четко обозначал Ткачев. Прекращение взаимного огневого воздействия, прекращение боевых действий и возвращение местных жителей. А потом уже, когда в дальнейшем, некоторые предложения были, и Ивашутин Петр Иванович задавал такой вопрос, сложить оружие, потребовать от него. То есть ультиматум. Я говорю, ультиматум не пойдет. Сложить оружие, неповерженный враг не пойдет по этому пути никогда в жизни. И он согласился со мной. Когда я туда пришел и все рассказал, они поверили моим словам. Были созданы условия для прямых переговоров между Шурави и Ахмад-Шах Масудом. В конце концов, Масуд поверил. Мердот беседовал с Масудом 3 дня. Убеждал, уговаривал, доказывал. И все-таки добился своего. Ахмад-Шах согласился принять для переговоров русского Анатолия. Настоящий ли он журналист, паншерский лев у Мердота даже не спрашивал. 3 суток его не было. Но я, естественно, переживал за его жизнь. Думаю, как я отправил человека, и вдруг получу сообщение, что его убили там. Но потом возвращается живой, невредимый. Я его, так откровенно скажу, обнял как брата родного. Даже сейчас он вспоминает, говорит, ухватил, как медведь, поднял меня, трясет так и радуется, как мальчишка чему-то, понимаешь. А я радовался его возвращению. Масуд назначил встречу на 1 января 1983 года в кишлаке Базарак, родном кишлаке Масуда, который в годы войны стал его штаб-квартирой. В новогоднюю ночь Анатолий Ткачев отправился в путь, но до этого, соблюдая осторожность, встретился с командиром 345-го полка Павлом Грачевым. Я попросил, говорю, Паша, сделай так, чтобы в новогоднюю ночь никаких, так сказать, эффектов, так сказать, фейерверков войска не устраивали, чтобы это ночь тишины в Паншере. С 31 декабря и на последующее время. Потому что я хочу вернуться живым. Мы долго очень шли, я сейчас не могу даже, часа 4.
К утру где-то мы пришли в Базарак. После 13 километров пути через минные поля по заснеженным горам подполковника буквально сразили белоснежные наволочки на подушках, свежие простыни на матрасах, которые афганцы приготовили для гостей. До утра оставалось время отдохнуть. И мы раздеваемся, значит. Я снимаю куртку, вот такую, потом на мне джинсовая куртка была, я тоже снимаю, до майки раздеваюсь, потом снимаю брюки. Снимаю брюки, они вооруженные тут же в комнате сидят. Сейчас не могу сказать, там 3 или 4 человека. Они с автоматами смотрят на меня. Вот дает мужик, да. Советский офицер тут же заснул, а вот Мирдот не спал до утра. Ахмад-Шах хоть и был ему родственником, но, как это бывает в гражданскую войну, один пошел за красных, а другой за белых. Мирдот допускал, что их с Анатолием убьют обоих. Это было опасно, так как у нас с Масудом не было никаких отношений. Не каждый мог отважиться идти в эти горы. Идти в горы на очень сложные переговоры – это было опасно для жизни. Утром с маджахедами, которые охраняли Анатолия и Мирдода, связались люди Масуда. Поинтересовались, как там русский шпион. И спрашивают, как этому Мушаверу-то? Можешь глаза завязать, обыскать его. Как он ведет себя? Это потом уже мне рассказали. Да нормально вроде, не агрессивно. Ну, раз так, никаких повязок на глаза, никаких обысков. Как есть, так и есть. Вот давайте вперед. Вождь афганских таджиков Ахмад-Шах Масуд появился в условленном месте встречи только в 10 часов утра. Был вежлив, постоянно улыбался, и Ткачеву за завтраком было легко с ним общаться. Но в какой-то момент, когда мужчины вышли из дома проветриться, Масуд не сдержался, указал на разрушенные дома вокруг и произнес иронично: «Вот она, советская интернациональная помощь братскому афганскому народу». Ткачев промолчал. Что тут ответишь? После этого сразу начали переговоры. Ну, я изложил ему вот эти позиции, значит, которые это прекращение огневого взаимодействия. По пунктам прям. Он хорошо говорит. Я согласен. С его стороны тоже ультиматумов никаких не было. И мы каждый пункт, который я изложил, очень серьезно обсуждали. Было ли у вас тогда ощущение, что вы спасаете тысячи мирных жизней? Ну, 1000, может, не 1000, но, по крайней мере, что я делаю в интересах сохранения многих жизней и наших солдат, и жителей Паншера, это было однозначно. Докладывать об успехе своей миссии Анатолий Ткачев полетел в Москву. И вот тут-то начались неожиданные сложности. В армии далеко не все разделяли его стремление к миру. Возникли проблемы и у Масуда. Исламские фундаменталисты яростно накинулись на него за контакты с иноверцами. Кто-то, опять-таки через Пакистан, их проинформировал о тайных переговорах. И вот здесь Ахмад-Шах опять оказался стратегом. Изначально договорившись с Ткачевым, что советская армия не встанет на его пути в ущелье Андероб, Масуд сделал туда бросок и на голову разбил пуштунскую группировку Губельдина Хекматьяра, главного получателя денег и оружия ЦРУ. С тех пор на целый год в Паншере для афганских таджиков и советской армии воцарился мир. Без единой бумаги и подписи, благодаря рукопожатию Ткачева и Масуда. Да, я помню, как он шутил с нами. Он был так добр, несмотря ни на что. Он ненавидел войну, ненавидел борьбу. Все время объяснял это. Что значит бороться? Что это значит? Это ни в коем случае... Что надо делать? Защищать? Невозможно посчитать, сколько за время перемирия с Масудом было спасено жизней. Кадры безмятежной службы в Афганистане с улыбками на лицах солдат можно было снимать именно тогда и именно здесь. И нигде больше. Это горы Гиндукуш, знаменитый перевал Саланг, почти 4000 метров над уровнем моря. Вряд ли в Афганистане есть что-то более стратегическое, чем